О, селям алейкум, достум. Алейкум. Вижу, что ты уже на финишной прямой. Заканчиваешь с внутренней отделкой? Скоро закончу, на первое кофе обязательно тебя приглашу. Дай Аллах, долго ты шел к этому событию? Да, не говори, дети давно уже выросли. Основную работу закончили, а на внутреннюю все не хватало денег. А ты что, работу поменял? Зарплату повысили или наследство получил? Нет, ни то, ни другое. Просто я узнал о социальной помощи депортированным. Мы воспользовались справкой о реабилитации моего деда и получили помощь от государства в размере 300 тысяч рублей. Слушай, не слышал о таком. А что за программа? И куда надо обратиться? Обратись к нашим юристам. Действительно, в Крыму реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а значит и депортированным, предоставляется множество мер социальной поддержки, в том числе материальная помощь на завершение индивидуального жилищного строительства и компенсация 50% от понесенных затрат за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Все это регламентировано специальным законом о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, принятым Крымским парламентом в 2016 году, а также постановлением Совета министров номер 233. Меры социальной поддержки реабилитированных. Ежемесячная выплата в размере 500 рублей. Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%. Оплата в размере 50% за холодную и горячую воду, газ, электричество, отопление, вывоз бытовых отходов. Оплата в размере 50% за подключение к водоотведению, газоснабжению и электроснабжению. Оплата 50% стоимости топлива в домах, не имеющих центрального отопления. Бесплатное установление стационарного телефона. Льготный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения, включая железнодорожный транспорт. Важно знать, что все перечисленные меры социальной поддержки, за исключением, конечно, ежемесячной выплаты и льготного проезда в общественном транспорте, распространяются на реабилитированное лицо, в том числе и на его членов семьи, которые проживают вместе с ним. И еще, все вышеперечисленные льготы не начисляются автоматически лишь по тому факту, что крымские татары преклонного возраста, которые либо пережили депортацию, либо были рождены до 1956 года, то есть с момента снятия режима спецпоселения. К сожалению, это именно так. Реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий, чтобы пользоваться этими льготами и вообще рассчитывать на меры социальной поддержки, необходимо иметь документы, подтверждающие права реабилитированного лица. А именно, справку о реабилитации. О том, как ее получить, речь шла в предыдущем выпуске проекта «Провокатор». А чтобы пользоваться льготным проездом городским и пригородным общественным и железнодорожным транспортом, необходимо иметь соответствующее удостоверение. Данное удостоверение выдает Государственный комитет по межнациональным отношениям. С этой целью необходимо обратиться в комитет с заявлением и приложить к нему фотографию и справку о реабилитации. А что насчет материальной помощи на завершение строительства? Материальная помощь на завершение строительства предоставляется представителям крымско-татарского, болгарского, армянского, греческого, итальянского и немецкого народов, которые подверглись незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам при условии, что они проживают в Крыму. Важно знать, что такая помощь положена реабилитированному лицу, супругу такого лица, его детям, осуществляющим индивидуальное жилищное строительство собственными силами. Еще одно важное условие. Материальная помощь реабилитированным предоставляется для завершения строительства только в том случае, если застройщик и члены его семьи, а это супруг, супруга, несовершеннолетние дети, не имеют иного помещения, в том числе и дома на территории Республики Крым. На какие нужды предоставляется помощь? Она выделяется на приобретение строительных материалов, необходимых для создания минимальных условий для проживания в уже строящемся жилом доме. То есть только для завершения внутренних строительных работ в одной или нескольких жилых комнатах, коридоре, санузле, кухне или котельной. Материальная помощь не предоставляется для строительства дома с нуля. Также вы ее не получите для текущего ремонта и капитального ремонта. В том числе ее не предоставят вам для реконструкции жилого дома. Куда нужно обратиться за материальной помощью? Необходимо подать заявление в местную администрацию, на территории которого осуществляется строительство дома. К заявлению необходимо прикрепить целый ряд документов. Документы для получения материальной помощи. Паспорт, включая паспорт супруги, супруга. Свидетельство о браке.
страховой номер индивидуального лицевого счета, справка о составе семьи, справка о регистрации форма номер 9, технический план, справка о реабилитации, правоустанавливающие документы на земельный участок, где ведется строительство, документ, подтверждающий отсутствие у застройщика и членов его семьи собственности иного жилья, справка из банка о реквизитах счета, открытого на имя застройщика. Напомним, претендовать на социальную помощь для завершения строительства могут реабилитированные граждане, которые были депортированы в 1944 году, а также их дети, рожденные до 1956 года, то есть те, кто имеет справку о реабилитации. Естественно, это уже все пожилые люди, поэтому как за справкой о реабилитации, так и при подаче документов на получение субсидии могут обратиться более молодые члены семьи. Но в этом случае необходимо оформить нотариальную доверенность для представительства интересов. Алгоритм действия получения помощи таков. После регистрации вашего заявления на получение материальной помощи в местной администрации создается специальная комиссия. Затем члены комиссии выезжают на место строительства, делают фото и составляют акт обследования. И заключительный этап. Государственный комитет по межнациональным отношениям рассматривает ваше заявление с пакетом документов и актом обследования и принимает решение, действительно ли вам необходима эта помощь. На материальную помощь в каком размере может рассчитывать наша семья? Размер помощи на завершение строительства равен стоимости стройматериалов, но не выше 30 минимальных размеров оплаты труда. С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 12 792 рублей. Значит, вы можете получить компенсацию до 383 760 рублей. Также депортированные граждане, имеющие справку о реабилитации, могут получить 50% от понесенных затрат за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Но есть условия. Это касается только тех, кто постоянно проживает на территории Крыма, то есть имеющие крымскую регистрацию и проживающие в Крыму более 5 лет. Чтобы получить такую компенсацию, необходимо обратиться с заявлением в произвольной форме в местную администрацию. И, конечно, к заявлению приложить пакет документов. Специальные документы для получения компенсации затрат на водоотведение, газа и электроснабжение. Договор с юридическим лицом, предоставляющим услуги по подключению к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Оригиналы платежных документов, подтверждающих оплату расходов за подключение к данным сетям. Акт выполненных работ по подключению к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Конечно, сбор всех этих документов – дело нелегкое. Но в результате вы можете получить в виде компенсации почти половину тех средств, которые потратили за подключение к воде, газу и электричеству, плюс почти 400 тысяч рублей на завершение строительства собственного дома. Да, эти суды не компенсируют моральных и материальных потерь, которые понесло наше старшее поколение, пострадавшее от депортации. Однако они направлены хоть немного улучшить состояние их жизни и благосостояние их семей. Знайте свои права и умейте их защищать.